Қазақстандағы экологиялық ахуал қандай? Әдетте экология дегенде есімізге мұнай түседі. Өйткені тағдыры мұнайға байланған Қазақстанның экологиясын мұнайсыз қозғау мүмкін емес. Сондықтан мұнай тек ақша мен инвестиция ғана емес, ол халықтың денсаулығы және елдің болашағы. Алайда өкінішке орай Қазақстанның ең алып кеніштері теңіз, Қарашығанақ, Қашағанмен болған контрактілер, яғни өнімді бөлісу туралы келісімдер жабық. Неге? Онда не айтылған? Егер оны ашса не болады? Халық нені білу керек? Экологияның денсаулыққа салдары әдейі жасырылып отыр ма? Соңғы бірнеше жылдан бері осы мәселені белсене көтеріп жүрген Каспийді сақтайық азаматтық қозғалысының жетекшісі Вадим Немен, журналист Дулат Тасымов осы мәселені Тойкен медиада көтерді. Вы, насколько мне известно, подали в суд на Министерство энергетики Казахстана за то, что она отказалась раскрывать условия соглашения о разделе продукции по крупнейшим нефтегазовым проектам в Казахстане. Какова ситуация на сегодняшний день? Известно, что Министерство энергетики отказалось, Минэнерго, и дальше события как разворачивались? Почему, в принципе, вы подали в суд на Минэнерго? Это давняя история. Естественно, что мы знали проблему конфиденциальности соглашения о разделе продукции по Карачаганаку, Кашагану и Тенгизу. Как юрист я, естественно, понимаю проблему, а как эколог понимаю проблему с другой стороны, что там предусмотрены экологические условия, на которые периодически нефтяные компании ссылаются. И вот в начале прошлого года, в конце позапрошлого года я понял, поскольку пошли запросы, и в Конституционный суд было от Первашева обращение, ему отказали, потому что Конституционный суд сослался, что это не входит в их компетенцию. Потом была петиция от партии Байтак плюс ассоциация Парасат. Подали, они не набрали необходимого количества подписей, там 50 тысяч, а у них там что-то 2,5 или 3 тысячи или 5, может быть, сейчас ошибаюсь. Ну, я думаю, ну, раз уже поднимается вопрос и людьми, которые обычно не работают острые темы, то мне уж сам Бог велел поднять этот вопрос. И я понял, что у меня есть выход из системы, понимая, что мне могут в судах Республики Казахстан отказать в доступе, получилось еще хуже. То есть я понимал, что я могу после этого обратиться в международные процедуры. Вот. Подал в суд, когда получил отказ в раскрытии этих соглашений, именно экологических требований, потому что у нас прямо по международному праву и по экологическому кодексу предусмотрено право на экологическую информацию. Право общественности, населения Казахстана требовать... Да, экологическую информацию. И я знаю прекрасно, что там есть экологические условия. А соглашение закрыто полностью. Я знаю, что в соответствии с международными стандартами, если даже часть информации может быть конфиденциальной, то экологическую часть надо выделить и раскрыть. Это требование Орхусской конвенции, по которой я и подавал в суды. Тем не менее, в суде мне просто не приняли исковое заявление к рассмотрению. Суд Астаны. Да, специализированный административный суд. Потом то же самое произошло в апелляционной инстанции. Это тоже апелляционная коллегия суда города Астана. А потом еще мы подали в кассационную инстанцию. Это был уже специализированный кассационный суд по административным делам. И там тоже поддержали определение судов первой и апелляционной инстанции, то есть мое заявление не было принято к рассмотрению, причем было сказано так, что по сути, вот когда я подаю запросы на получение информации, что важно не только для нас, для экологов, для граждан, но и для СМИ, то было сказано так: вы же получили ответ, а вот то, что вы не получили информацию, которую вы требовали, то здесь нет основания для судебного обжалования. По сути дела, они говорят, что любой формальный ответ по запросу на информацию достаточно. Даже если они просто сказали, ну,
ни о чем, или просто Мы не дадим или не дадим вам ответ, все этого достаточно. Ну, я понимал сразу, что я могу потом, после прохождения наших судебных инстанций, обратиться в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции, и могу обратиться в Совет ООН по правам человека, специальные процедуры, что я и сделал в октябре, в конце октября. Обратился и туда, и туда. Да, эти процедуры длятся долго. Они более продолжительные, чем рассмотрение в судах Республики Казахстан. Они осмотрели в феврале и приняли к рассмотрению. Но на самом деле из 6 поданных заявлений из разных стран, в том числе 2 из Великобритании, что-то еще, какие-то страны, но только мое заявление было принято без никаких оговорок, вопросов или там для уточнений, а потом только пройти обращаться. все инстанции. Пройти, да. В моем случае кассационная инстанция это была, по сути дела, последняя инстанция. Я еще дополнительно к уполномоченному по правам человека обратился, что было уже само по себе дополнительным, потому что у нас надзорная инстанция рассматривает только отдельные дела в порядке исключения. То же самое у нас обращение в Генеральную прокуратуру, они тоже выборочно смотрят. Какие сроки вы ожидаете, что будет ответ или комментарий? В специальных процедурах Совета ООН по правам человека я рассчитываю в пределах года-двух. В Комитете по соблюдению дольше, буквально, может быть, лет 7 даже, не исключаю. Там они дают такое детальное заключение. Может быть, почему я не знаю точно по срокам, потому что сейчас они сокращают количество рассматриваемых дел. То есть раньше они принимали даже во многих случаях, когда граждане или организации не обращались в судебной процедуре в своей стране. Теперь они жестко отсеивают такие обращения, и даже если идет рассмотрение еще или какие-то есть возможность как-то решить на национальном уровне, они отсылают на национальный уровень. А вообще есть такая практика, кто так же, как вы, например, обращался и добивался раскрытия условий контрактов, например? Аналогичные дела. В Комитет по соблюдению нет, но в принципе это знакомая тема. Насколько я знаю, в Украине поднимался этот вопрос, в развивающих странах. Но тут нужно оговориться, почему у меня немного другие условия в отношении раскрытия соглашения о разделе продукции. Дело в том, что классические соглашения о разделе продукции заключаются между зарубежными нефтяными компаниями и национальной нефтяной компанией. В нашем случае там Казахойл, сейчас Казмунайгаз, да, сейчас. Но в случае казахстанских соглашений, насколько я знаю, и это видно из, например, постановления Кабмина, которое вышло по Тенгизскому соглашению, государственные органы участвовали у нас в подписании соглашения о разделе продукции. А это что значит? Что у меня еще больше шансов и оснований запрашивать информацию, экологическую информацию от государственных органов. Государственный орган непосредственно является участником соглашения. Вот. Соответственно, я запрашивал государственный орган. То есть нефтяная компания, особенно зарубежная компания, да, может мне отказать, и у меня мало шансов выиграть за то, что мне было отказано в запросе в информацию. В национальную компанию, да, я могу подать, потому что она является как бы квази-государственным органом. Я могу подать запрос и могу затребовать раскрыть экологическую часть соглашения, но меньше шансов все-таки. А тут государственный орган. Поэтому вопросов у меня лично нет в том, что мы должны раскрыть по минимуму эту экологическую часть соглашения о разделе продукции. Потому что государство у нас по Конституции управляет природными ресурсами, включая недра, от имени народа Казахстана. Соответственно, мы собственник и есть управляющий. И управляющий не может от нас скрывать экологические аспекты
того, как он пользуется нашим объектом собственности. Это логично и прямо вытекает из требований Конституции, как новой Конституции, так и прежней Конституции. Что думаете увидеть, почему именно хотите, чтобы экологические требования раскрыли? Вы же знаете, что вот постоянно возникают спорные ситуации по всем трем месторождениям. И по Тенгизу, и по Кашагану, и по Карачаганаку. Периодически Министерство экологии, а когда и Генеральная прокуратура выдвигают определенные требования к компаниям, идет какой-то, те возражают, подают какие-то встречные иски. Все это происходит в международных арбитражах. Да? Тот же, например, суд по серии, да? Да, Который идет. да, он идет в международных арбитражах. И вот конфиденциальность соглашений привела к тому, что, во-первых, они поменяли юрисдикцию. Понятно, для нефтяных компаний были более выгодные, понятные и прописанные условия в соглашениях. И они передали это в международную юрисдикцию. И одновременно мы пошли на то, чтобы конфиденциальными эти были соглашения. Поэтому происходят периодически споры в отношении нашего имущества, нашей собственности общенародной. Но мы не знаем, кто прав. Министерство, которое требует, или нефтяные компании. Если говорить упрощенно, то наши говорят, вот вы нарушаете экологические требования. Обычно идут иски к компаниям по экологическим требованиям. Это тоже хранение серы или какие-то другие требования. В свою очередь, нефтяные компании по экологическим требованиям не говорят, но говорят, да, мы достаточно вас выделяем, и так вам средств. Да, они хотят просто пополнить бюджет, поэтому в очередной раз к нам выдвигают. То есть государство ведет диалог, там разбирательство с компаниями между собой, а народ не в курсе, о чем идет речь? Да, мы не знаем, потому что данные, относящиеся к международным арбитражам, они не находятся в доступе. Я стараюсь поддерживать, чтобы этот вопрос был в общественном пространстве. С международными арбитражами так не происходит. Это спор частных лиц. И в этом случае в роли частного лица у нас выступает государство, по сути. На Каспии тот же последние годы активно обсуждается состояние Каспия, и в том числе уже приводятся цифры о сокращении площади моря, гибель тех же тюленей периодически, которые неизвестно, то кто-то говорит, это естественный процесс, например, государственные экологи могут говорить, да? Были такие комментарии, по крайней мере. А насколько нефтегазовая деятельность влияет и повлияла на состояние окружающей среды в тех же регионах, и в Казахстане в целом, и на Каспийское море? Давайте пойдем по происходящим факторам или проявлением экологического кризиса на Каспии. Обмеление Каспийского моря. Естественно, обмеление Каспийского моря мы никак не связываем с нефтедобычей. Есть, конечно, люди, которые говорят, пробурили скважину, туда часть воды идет, но все-таки основной объем сокращения воды происходит из-за того, что сократился сток по рекам, прежде всего по реке Волга. Если в 1975 году был прежний минимальный уровень Каспийского моря, то там до этого строились водохранилища, но на реке Волга в том числе, понятно, потом шел забор пополнения водохранилищ, и потом выпал так, что в маловодный год, и это привело к тому, что минимум был достигнут, минус 29 метров по Балтийской системе. Сейчас мы даже превысили этот минимальный уровень, минус 29,3 где-то с десяток сантиметра, то есть еще ниже пошло море, чем в 1975 году. Рекордное снижение. Да, рекордное снижение, это по данным Министерства экологии. Недавно буквально они озвучили, что в среднем по Каспию в прошлом году был такой уровень моря.
Если мы говорим о сокращении рыбного промысла, да, а мы сегодня видим, что мы на Каспии рыболовный промысел теряем, и он очень поменялся и по видам промысловых рыб, которые мы добываем, причем уже не один раз, да, то есть и уже никто не говорит об осетровых, уже и центр рыболовного промысла переместился из Атырау у нас в Актау, потому что шла, ну, как бы в реке прибрежная рыбная ловля, сейчас все-таки с выходом в море, да, и планы тоже связываются больше по рыболовному промыслу с Актау. Да, естественно, загрязнение тоже влияет, но нужно признать, что перевылов тоже происходил, и факты браконьерства никто не может отрицать, особенно по осетровым. И это не только Казахстан, все прибрежные страны, и поэтому по тем же осетровым уже давно действует мораторий на рыбную ловлю. А, к сожалению, пополнять мы толком не пополняем. А мало того, кроме того, по осетровым, ну, минимум 10 лет надо, да, чтобы было более-менее... Вот. Восполнился. Да, восполнить, чтобы они какого-то, ну, промыслового уровня достигли. Вот это не так, как с другими рыбами, там за сезон все отбивается. Здесь более долгосрочные вложения. Это не оправдывает государство, которое не вложилось в сохранение достаточно, в сохранение рыболовного промысла и особенно осетроводства. Вот. Где-то там полагалось на нефтяные компании, которые должны были финансировать, те недостаточно выделяли. Тем не менее, часть ответственности, можно сказать, загрязнение тоже шло, и работы тоже влияют и на миграцию, и рыб, и конечно же, каспийского тюленя того же. Что касается вот массовой гибели каспийского тюленя, а часто еще птицы, это просто каспийский тюлень, он больше по размерам, да, там факты массовой гибели трудно скрыть, а вот по рыбе, по птицам, не местные жители, по крайней мере, говорят, да, они часто происходят, эти вот случаи, просто потом быстро очищается берег, и зафиксировать труднее эти факты. Безусловно, в этом случае идет отравление токсичными газами. То есть в этом случае мы сами тоже, бывая и в Актау, и в Атырау, ну, периодически запах сероводорода-то чувствуем. И другое дело, что мы не проводили необходимых исследований. То есть мы, по сути дела, очень токсичный газ сероводород, который доходит даже до городов, я уже не говорю о тех местах, где непосредственно идет добыча, а птицы или животные, они же, в отличие от нас, поближе находятся к этому месту, непосредственно в самом месте. А потом, конечно, говорится, то есть не устанавливается причинно-следственная связь между выбросами или факелами и гибелью массовой. Ну, это формальная отговорка, я скажу так, по более простым случаям и наглядным. Например, когда у нас суда тоже сбрасывают балластные воды. Есть такая история, и на Каспии сбрасывают, и на Волге сбрасывают. Почему? Потому что надо балластные воды доставить до портов, там выгрузить их и заплатить за их очистку. Естественно, на этом экономят. И можно, в принципе, с помощью современных спутниковых снимков установить, во-первых, само загрязнение, пятна. Мы это устанавливаем, мы подавали даже информацию в Министерство экологии, в прокуратуру, и говорим, ну вот вы же должны работать по пятнам. Они говорят, нет, мы должны работать по тем случаям, когда мы получили информацию о нефтяных разливах от операторов нефтяных. От самих операторов. Либо портов по судам, либо от нефтяников. Только это мировая статистика, что они сообщают о таких фактах только в 1% случаев. А дальше еще только
несколько процентов этих дел доходят до непосредственного рассмотрения. И понятно, что в открытом мировом океане тоже сбрасывают балластные воды, там, где есть нефтепродукты. Но там это как бы растворяется в общей массе, а у нас все остается в Каспии. Это тоже добавляет. И вот мне получается, теперь у нас есть стационарные источники, по которым государство до недавних пор толком не вело мониторинг, полагалось на производство. Какие стационарные источники? Ну, Буровые имеется в виду буровые, платформы, да, да? в том числе в море находящиеся, да, они для нас относятся к стационарным источникам, в отличие от судов, от автомобилей. В выбросах, например, вы говорите в море, которое совершает суда. Да. Масштабы вы можете называть? Какие масштабы там? Ну, там в десятка пятно, конечно, там поменьше, чем если бы это был аварийный выброс с нефтяной скважины или если бы авария произошла с танкером. Конечно, там уже в сотнях и до тысячи километров было бы. Здесь объем пятен примерно 25 квадратных, это 2,10, 25, вот так, квадратных километров пятно. Тем не менее, оно есть. По сути дела, с ним надо что-то делать. То есть все равно оно является проблемным и воздействующим на живые организмы. Вот, заграничивает и загрязнение само по себе токсичное, и ограничивает доступ кислорода для живых организмов и все прочее. Вот, постепенно там ждать, когда она осядет со временем, но это не дело по современным. То есть, естественно, способом, когда она сама исчезнет, Ну это да, долгий процесс. Это долгий процесс. К сожалению, у нас все по нефтянке полагалось в той же систему реагирования на разливы. Мы же тоже возложили все на нефтяные компании. Они сделали, то есть компании же как? Если мы не контролируем, это не безотносительно конкретных компаний, которые являются операторами по Кашагану, Карачаганаку и Тенгизу. Ну, обычный подход, бизнес-подход. То есть требования есть, ну, затраты сделали, а работает это или не работает, мы должны как потребители, конечные заинтересованные лица, проверять работу, действенность этой системы, которая есть у нефтяных компаний. Они же прекрасно, они проводят эти учения, у них есть база. Вот. Кстати, выход из этой базы даже по дельте реки Жайык, он затруднен даже. Да? База реагирования. Да. Ну, по сути дела, мы в неправильном месте ее разместили. Были же споры сразу, что неправильно в этом месте размещаете базу реагирования. Затраты сделаны, кто за это будет отвечать? Нет ответственных лиц, хотя о том, что это неправильное место для базы реагирования, было с самого начала. Никто не прислушался, затраты сделаны. Теперь эти затраты по соглашению относятся на возмещаемые затраты. Да, возмещаемые затраты. То есть мы будем ждать долгий период, пока Кашагану возместят они все свои расходы. Поэтому мы же знаем, и это правда, что была публикация в консорциум, международный консорциум расследовательских журналистов о том, что по Кашагану на порядок меньше поступления в бюджет. Я проверял, я делал запрос в Комитет государственных доходов. Действительно, у нас по Кашагану это не утверждение, основанное на данных, но я могу сказать, что уровень рисков и воздействий, он признается, что по Кашагану он намного выше, чем по Карачаганаку и по Тенгизу. Хотя и там у нас проблемы. Выше что? Риски в море, да, по морскому месторождению. Но при этом у нас доходы, мы будем еще ждать, вот пока они свои возместят расходы, а поступление в бюджет они на порядок меньше, если брать на объемы производства от нефти, да, то есть в сравнении с объемом. Понятно. Да. А вот экология, мы обсудили с вами, вот, как влияет на тюленей, на птиц, да, это может быть, по крайней мере, по птицам, это может быть воздействие деятельности нефтегазовых компаний, да, те же серый водород. А вот каково влияние на население, на людей, на общественность, на людей, которые там живут?
Есть ли какое-либо исследование, имеют ли право на компенсацию за ущерб, да, который наносится на их здоровье, на их деятельность. Там, есть вынужденная миграция оттуда людей. Как в этом плане вопрос решается? К сожалению, мы не выстроили систему, когда мы могли бы оценивать воздействие выбросов от деятельности по разработке нефти, да, на здоровье людей. Вот. Мы более-менее по этому направлению продвинулись по Семиплатинскому ядерному полигону, когда были исследования влияния радиации, потому что и там мы выстроились. Ну, тоже жалоб много было, что не весь круг пострадавших получал компенсацию, но тем не менее мы выстроили систему тогда компенсаций. После этого мы, к сожалению, у нас был огромный провал с точки зрения воздействия экологических факторов, в том числе загрязнения, на здоровье людей. Поэтому это какой-то огромный провал для нас, то, что мы ощущаем запах сероводорода, но мы воспринимаем его как просто фактор беспокойства, как просто вот, ну, как то же самое, как если на улице будет сирена звучать, или там сигнализация автомобилей, или просто дым. Да, по запаху мы понимаем сероводород, но на население мы никак не проводили ни исследований. Единственный случай, когда мы даже не компенсации достигли, да, компенсации достигли, и то оно не было признано, да, по Карачаганакскому месторождению, когда в Березовке пошло, да, то есть массовое отравление населения. А до этого сколько поднимался вопрос там? Пытались экологи делать индивидуальные, самостоятельные замеры. По косвенным данным каким-то нельзя, например, только исследования. местная поликлиника там фиксирует увеличение такого-то рода, ну, специфической болезни какой-то. У нас вся система здравоохранения выдает искаженную картину. Ну вот сами медики иногда смеют, ну как бы шутят, это довольно злая шутка, что раньше учили на медицинских факультетах, что ты пишешь диагноз для прокурора. То есть еще студентов даже так учили. И вот мы часто же знаем, что у нас диагнозы составляются искаженно. Вот Сознательно это делают. Сознательно делают. То есть каким образом я как не будучи медиком, не могу сказать, как это происходит. Но я потерял пожилых людей. Вот и в 2 случаях я смотрел диагноз и не понимал, почему он такой. Например, в случае тещи, которая непосредственно ушла в результате последствий пандемии, вот ковида. То есть подхватила, вот, к сожалению, вирус, выходила на улицу, где-то подхватила. И потом вот выписали из больницы, она попала домой. Когда я посмотрел диагноз, это выглядело так примерно, что у нее нога болела. То есть что-то вроде того было. И это постоянная история. Вот, поймите, вот с пожилыми людьми, когда сталкиваешься, диагнозы пишутся непонятно какие. То есть ты не понимаешь, что произошло. А, естественно, пожилые люди, это в первую очередь же, на которых мы одна из круг. То есть это дети и пожилые люди, это вот по ним можно как-то вот ориентироваться, на что происходит. Потому что, как правило, смертность вот здесь показательно. Да. По данным, сведениям, статистике очень сложно определить влияние нефтегазовой деятельности на любой здоровье. деятельности. Да. Практически любой деятельности сегодня, кроме радиации, где мы еще вот наработки имели. А сама общественность, люди сами могут потребовать там, компенсации, рассчитывать на это. Каким образом, если да, то они же живут там, и они ощущают это, чувствуют, да, все это на себе. Смотрите, мы же имеем дело вот обычно не с одним источником, да? Обычно вот источник не один загрязнения. Более легко, когда у вас, допустим, вы живете там в степи, там, вот есть там цементный завод, больше ничего нету. Это вот в городе находится, там есть тот же вот тот те же водоканал есть, да. Да, поэтому оттуда есть. Может быть,
Вот, оттуда это выбросы. Может быть, непосредственно с водопроводных сетей. Потому что то же самое было, когда чистили, вот, шла реконструкция водоканала в Астане, тоже запах был, да? То есть, поэтому споры возникают. И, естественно, не односторонне, когда есть многообразие источников, попробуй докажи. Поэтому можно доказать по таким случаям, по производственным заболеваниям и так далее, когда человек непосредственно работал на производстве. Такие случаи есть, но поэтому нефтяные компании, как и любые другие компании, стараются скрыть профессиональные заболевания, за исключением случаев, когда это вот, и в том числе производственные травмы тоже всегда пытаются под что-то, там тоже своя система статистики, вы увидите, что производственные травмы всегда скрывают. Тут смерть на производстве, ее сложнее скрыть. Профессиональные заболевания тоже скрываются. Поэтому делается, то есть искаженная статистика формируется в государственных органах. То же самое, вот, отдельный случай вот по Березовке, который по Карчаганакскому месторождению. Мы прекрасно все понимаем, кто основной источник вот этих выбросов был. Но в результате компания же не признала, она взяла на себя расходы, там, видимо, по переселению. Да. Хотя давно изначально требовали, чтобы переселили оттуда, пока это не произошло. Но формально они не признали ответственность за... И никто не доказал. И никто не доказал. И к сожалению, вот у нас не доказываются эти условия. То есть это когда, может, только государство станет на сторону населения. И это одна из основных проблем, что у нас нет не то, что все государство, оно ориентировано на население. У нас сегодня даже отдельные министерства, от которых ты бы ожидал, что они являются представителями больше интересов населения, как то Министерство экологии, Министерство здравоохранения. Но у нас сейчас система ориентирована, она еще вот с 2010-х годов сформирована. У нас все ориентировано на бизнес. Давайте, вот, причем, давайте уточним, на какой бизнес. На крупный бизнес. У нас система вся выстроена так, чтобы защищать интересы крупного бизнеса. Вот, мы делаем, адаптируем законодательство. Вот, например, по санитарно-защитным зонам произошла система. Вот признали в одном случае, суд признал о том, что санитарно-защитная зона в Шиили, в Кызылординской области была нарушена, составила вместо 1000 километров, то есть 1000 метров, 500 метров. Все в суде. Обычный гражданин добился признания, что это было незаконно. Что потом делают на уровне министерства? Принимают новую подзаконный акт по санитарным защитным зонам, где указывают, если исторически так сложилось, что санитарно-защитная зона меньше, чем требуется по этим нашим требованиям, то принимается в рамках исторической нормы. То есть, если природопользователь умудрился все-таки построить, то дальше задним числом мы принимаем. Узаконивает это. Да? Это по конкретному судебному спору сразу же приняли такое постановление. Вот получается как в этом случае? Основные позиции по санитарно-защитной зоне были у кого? У Минздрава и Минэкологии. И мы благополучно, причем в экстренном режиме приняли, что говорит о том, что мы сегодня принимаем законы, подзаконные акты, защиту крупного бизнеса. И вот в этой системе, как граждане должны защищать свои права. И так у нас затрудненные условия в условиях отсутствия доступа к данным и загрязнения, которые мы требуем. Я очень много работаю с Министерством экологии, чтобы и данные автоматизированного мониторинга, еще отдельный есть регистр выбросов, переноса загрязнителей. Все это задерживается, буквально ждешь. Но уже не хочется и по этому вопросу судиться, потому что, если так, с судов не вылезешь. Как бы подталкиваешь министерство, давайте уже откроем. То есть экологически... Ну и в этих условиях они встают еще на позицию
бизнеса защищают бизнес. То есть у нас сегодня и прокуратура берет на себя функции защитников. Какой-то период они брали защиту уязвимых групп категорий граждан, а теперь у них больше работает. Я по своей работе вижу, что Генпрокуратура больше работает тоже в защиту бизнеса. Сейчас получается, что экологическое законодательство – это своего рода инструмент, да, в руках государства. Как государство посчитает нужным, например, правительство, так и получается. Победил, хочет государство, чтобы компания выплатила компенсацию за серу там, или для населения, чтобы компания переселила жителей с определенного места на другое, да, то компания, соответственно, выплачивает деньги и за свой счет переселяет или платит деньги, штраф, компенсацию и так далее. А нет гарантированной, получается, для населения ни на законодательном уровне компенсации, да, за ущерб, например. Нет. У нас вот такие иски. Раньше была смешанная система по экологическому кодексу, что вроде бы установив административное правонарушение, у меня, вот, например, компания превысила нормативы по выбросам, я как-то могу зацепиться за эти данные и подать в суд. Вот в действующем экологическом кодексе, который был принят новой редакцией в 2021 году, было отнесено, что споры отношений возмещения экологического вреда разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. То есть это значит, что я даже опираться на данные об экологических правонарушениях не могу особо. То есть, по сути дела, я должен всю вот эту цепочку от загрязнения до выявления виновного лица, всю эту цепочку сам, все элементы доказать того, что произошло со мной и моим здоровьем в результате воздействия компании. То есть, а еще и можно попасть под встречный иск, и получается, еще это расходы. Да, то есть у меня минимальные шансы доказать, что был экологический вред, и так были до этого, а теперь они сведены вообще до минимума. И нужно понимать, что вот такую систему, это не только само государство выстраивало. У нас сейчас раньше по закону о защите частного предпринимательства, потом по предпринимательскому кодексу создана система аккредитованных бизнес-ассоциаций при министерствах. Любой подзаконный акт, закон принимается, и аккредитованные бизнес-ассоциации, их много. Это, естественно, в основном крупный бизнес поддерживает такие бизнес-ассоциации. Они имеют право на экспертное заключение. И министерство, даже если оно хочет провести какую-то норму, оно должно это экспертное мнение обязательно преодолеть. Теперь другая система. Министерство во многом принимают то, что только будет принято бизнесом. А граждане-то в этой системе не представлены. То есть у них же нет таких же влиятельных ассоциаций, которые бы сказали: нет, а мы возражаем против того, чтобы это было вот так, как выгодно бизнесу. И вы знаете, получается, мы шаг за шагом теряем защиту от экологического вреда, возможность на компенсацию, да и вообще возможность воздействовать на бизнес по их экологическим аспектам деятельности. Обычный гражданин с помощью юриста, который помогает в процессе, должен иметь возможность получать компенсацию за вред здоровью. А это сегодня вообще То есть, космос. Формально получается, как будто те же бизнес-ассоциации, когда с экспертами бизнес-ассоциации обсуждается тот или иной законопроект, предложение, инициатива, то государство, правительство как будто бы обсуждает тему, инициативу с общественностью, потому что эти организации бизнеса, но за ними стоит бизнес, да, и их интересы продвигаются. А общественные, отдельные организации, именно которые действуют от имени общественных, простых людей, они не могут выдвинуть свои или каким-то образом повлиять. Смотрите, там есть такая система, общественные советы. Вроде бы как там граждане, там тоже представлены бизнес-ассоциации и тоже там без бизнеса вместе. Но там вроде бы как есть представители общественности, в отличие от аккредитованных ассоциаций.
Ну там, чтобы прийти туда, понимаете, бизнес-ассоциация чем еще эффективна? У нее же есть штат, и вот я возьмусь, допустим, как юрист. И для того, чтобы мне иметь равные условия даже с одной бизнес-ассоциацией, а их несколько, у них будет, я, допустим, один раз съезжу в Астану, ну, внесу свои предложения. Они потом 10 раз зайдут и внесут предложения от 10 бизнес-ассоциаций, и они мое сопротивление Количество, да. преодолеют. Да. Они работают на как постоянных сотрудников. И это достаточно слаженная группа, которая между собой обменивается информацией. Поэтому, когда меня иногда просят, говорят, вот мы там гражданам, давайте улучшим законодательство. Я говорю, ребята, я потеряю кучу энергии, да, на этом. Иногда, когда министерством, вот иногда даже министерство, я скажу, ну это такой небольшой секрет, иногда даже министерство, чтобы само преодолеть вот какое-то бизнес-сопротивление, оно зовет меня, чтобы я вот озвучил вот эти позиции, которые нужны министерству. Понимаете, оно даже не мне это нужна позиция, а министерству. Ну, я понимаю как эколог, что она важна для всех, но это больше позиция не общественности, а министерства. Я защищаю, потому что само министерство не обладает необходимой, ну, скажем так, тяжеловесностью, чтобы вот как бы бизнесом так разговаривать сегодня. Бизнес, их лобби. Да. То есть они сильнее, получается, чем... Сильнее. И это еще мы не говорим о том, что у крупного бизнеса всегда возможности были еще заходить как-то неофициально там на какой-то уровень, да, то есть и пробивать. Я уже не говорю, а это то, что даже официальные процедуры через аккредитованные бизнес-ассоциации. То есть у нас не сбалансированная система, а в общественном совете сидит человек, и обычно для него это нагрузка, за ним нет никакой команды, сыпется 20-30 подзаконных актов, допустим, ежемесячно. Этот человек не обладает даже необходимой юридической экспертизой и не понимает, зачем ему эти документы дают на экспертизу. Нет команды, которая может этим заниматься, нет оплачиваемой команды, которая этим может заниматься. И поэтому в результате система, как бы кто-то скажет, что есть общественные советы, на самом деле система совершенно не сбалансирована с точки зрения защиты прав граждан. Государство заинтересовано в защите, по крайней мере, лоббирования интересов бизнеса, в том числе нефтегазового сектора, который является основным донором бюджета, да, государственной казны, чтобы налаженно вся эта промышленность работала бесперебойно, чтобы им никто не вредил, не останавливал, и отрасль приносила большие доходы. Да? В то же время это же нефть, есть энергопереход, есть отказ от углерода, мировой такой тренд. И что может предпринять государство, когда отпадет потребность в нефти, в углеводородах? Ну и сейчас уже разрабатывается параллельно с углеводородами и нефтью прежде всего. Частично происходит тоже, почему ставится на газопереработку, понимается, что газ все-таки имеет больше горизонты для использования, да? Поэтому мы говорим о газоперерабатывающих заводах и даже об импорте частично газа, чтобы перевести с угля. Это все да, все равно углеводороды, да, то есть там с точки зрения загрязняющих веществ все-таки газ намного лучше, чем уголь. Да, а по парниковым газам не настолько уже улучшение ситуации, да. Ну вот. Естественно, что следующая тема для государства – это редкоземельные металлы, критические минералы, по которым Казахстан тоже пытается позиционировать, потому что там проблема другого характера, что этот рынок во многом сейчас монополизирован на Китае, который в том числе всю переработку наладил, поэтому жалуются многие страны западные, скажем, западный мир оказался ущемлен. Да. И США, и Европа, на самом деле Канада, все понимают. Канада чуть раньше предприняла попытки, у них есть возможности свои, а вот по критическим минералам и по редкоземельным металлам, конечно,
они упустили этот момент и пытаются нагнать. Естественно, в этих условиях Казахстан пытается, и Центральная Азия, пытается выступить в роли потенциально будущего поставщика. Здесь, естественно, возникают новые месторождения, вот, ну, и по бериллию, и по графиту, и по литию и так далее, и по хрому тоже, вольфраму. Сейчас уже много. Вы знаете, возникает много проектов, которые оценивают с экологической точки зрения. Мало того, еще идет частично строительство энергетики, частично идет перенос производства с Китая, те производства, которые они уже отказываются у себя развивать, они у нас вкладывают. И мы получаем комбинацию крупных таких источников загрязнения, и у многих людей это вызывает беспокойство. Я вот скажу, за вчерашний день у меня до обеда 4 обращения по разным объектам. Люди не понимают, как на это реагировать, нет понимания, что и доверия, что государственные органы могут защищать их позицию. И сегодня явно недостаток тех общественных игроков, которые... То есть мы идем по тому же руслу, промышленность поддерживаем, опять же упускаем возможность параллельного, как минимум, защиты интересов. Да, к сожалению. Да, как сделать так, чтобы не только бизнес мог продвигать свои интересы в законодательном уровне, на уровне принятия решений правительства, но и общественность пробилась через эти преграды? Вот сложно сказать, как быть с общественностью. У нее же всегда разные интересы. В разном регионе даже отдельный аул может, у него собственные интересы в отношении того или иного проекта. Поэтому это сложнее, чем бизнесу объединить разные интересы в небольшое количество организаций, которые могли бы продвигать эти общественные интересы. Тем не менее, в общественных советах можно было делать так, чтобы хотя бы это были люди, которые не представляли самих себя просто, а представляли общественные интересы. Вот. Когда речь идет об общественных интересах, то я не могу назвать в министерствах, в общественных советах при этих государственных органах конкретных лиц. Они представляют себя. То есть, если ты придешь в общественный совет, ты должен представлять, пусть ты даже представляешь отдельную группу уязвимых лиц, например, пенсионеров или там матерей, которые находятся по уходу за ребенком, или же, допустим, молодежь. Но тогда ясно было, что вот этот представитель в общественном совете представляет вот эти интересы. А иначе мы сегодня в общественном поле ищем значимых людей, журналистов, общественных деятелей, которые путем самодекларирования, в общем так, взяв на себя ответственность. И получается, что потом эти люди попадают в уязвимые ситуации и обвинения, да, необоснованные, не защищены. А люди, которые, то есть другие люди, которые могли бы взяться за разрешение таких спорных ситуаций, не берутся, потому что есть уже пострадавшие в результате. Те, кто в порядке инициативы на себя это взяли. Понятно, что бизнес тоже не хочет просто так иметь таких оппонентов. Они тоже используют свои рычаги. Теперь, что касается другой стороны, то я думаю, что влияние бизнеса надо регламентировать на государственные органы. Давайте отходить от простой схемы, когда коррупция – это принос чемодана с деньгами в кабинет чей-то. Для этого не обязательно так делать. Мы имеем сегодня систему, когда на экологических мероприятиях и так далее какая-то бизнес-компания представляет свой проект, там идет
И первым же пунктом идет презентация этой компании. Я уже не говорю, сколько они отдельно выходят с презентациями своего бизнеса в кабинет. Но раз мы делаем процедуры выбора поставщиков открытыми, то и вот такие вот проходы, презентации и продвижение, а с другой стороны и защита через бизнес должна регламентироваться. Нельзя давать все это. И будьте добры не говорить мне, что вот бизнес, который приходит и предлагает идеи, всегда приносит нам одну пользу. Это не так. Они приходят за прибылью и доходами, а не для того, чтобы доставить удовольствие и все благоприятные то есть достижения для Казахстана. Это уже другой вопрос. Это то, что государство и государственные органы добиваются от бизнеса. И не надо делать из бизнесов ангелочков. Это, я думаю, что неподходящий субъект для того, чтобы выполнять роль ангелочка. Роль бизнеса – зарабатывать деньги. Все эти красивые картинки про зеленую экономику, про ESG, там, устойчивость – этого нужно добиваться вкупе с регулированием, экологическим регулированием, регулированием в отношении соблюдения прав работающих на производстве и населения, и обеспечение прозрачности, в том числе со стороны компаний, в отношении того, как они выполняют свои обещания. Хорошие обещания. Вы сказали, что когда через какой-то общественный, известного, популярного человека продвигаете какую-то важную тему, соответственно, осуществляется сопротивление со стороны бизнеса, свои рычаги, они предпринимают, стараются влиять на ситуацию, да? А вообще есть у нас давление на общественных экологов, цензура, запугивание? В вашей практике, может быть, встречались? Ну, конечно, факты давления бывают. То есть бывает, что угрожают. Я прекрасно начинаю проверять, насколько эта угроза исходит от конкретного лица, которое вдруг себя возомнило хранителем государственных интересов и решила, что вот Вадим Ни ведет себя неподобающим образом, дай-ка я ему Каким образом припугну. как? Не, ну обычно, ну там звонки. позвонят, скажут там, ну там вот что там, например, погрозят, что там придут, проверят, а не боишься ли ты? Даже журналист бывал, что говорят, а не боитесь ли вы, что вас проверят? Журналисты спрашивают вас. Да, был такое. Я тоже, естественно, в каких-то случаях я и жалуюсь тоже, в свою очередь, на них. То есть, если это переходит определенные границы, вот, не скрывая, кстати говоря, этого. Вот. Но я понимаю, что в период такой вот работы с чувствительными вопросами мониторинг моей деятельности, он резко возрастает. Но это легко устанавливается. Например, ну, ты видишь... Facebook, например, показывает вдруг, начинает тебе советовать аккаунты, да, определенные. И ты понимаешь, почему этот аккаунт у тебя возник в рекомендованных в друзья. Потому что этот аккаунт посещал твой аккаунт, чтобы посмотреть содержание твоих постов. Но мы понимаем, что риски и для меня они тоже существуют. И я не буду рассказывать всю... В целом по Казахстану как вообще? В целом проблема, знаете, когда возникает? Проблема возникает, что на сегодняшний день когда граждане сами пытаются защищать свои права. И настолько обидно за людей. Ты видишь, что я всегда вот думал, ну ладно, вот советское поколение, оно там, особенно в лице там, пенсионеров, они всегда вот выступали против чего-то, использовали свое свободное время. Думаю, как вот в новом независимом Казахстане вот то поколение уйдет, а новое поколение будет ли бороться за свои права? И ты так радуешься, когда вот какое-то местное сообщество борется за свою землю, и оно не находит поддержки нигде со стороны государственных органов, оно не доверяет властям, оно не доверяет экспертам даже, оно иногда и не знает его.
и пытается своими способами решить. Но когда уголовное уже преследование идет, ну это же более серьезно, да. А когда большие штрафы, а когда идут обыски в семьях, то есть в дом приходят с обысками, ну вот как-то же можно найти механизмы защиты этих людей. Я уже не выступаю против там, вот как, там защищать там, НПО, там, экологических НПО, ладно, уже там и так уже отживают свой век. Да, ну, граждан там можно, людей, которые пытаются за свою землю бороться. Нельзя же кошмарить просто уже вот, и не предоставлять никаких средств защиты. Где у нас система, которая позволяет этим гражданам защищаться? Мы что, должны всех отправлять в Женеву, в ООН, где уже система тоже не обеспечивается финансово и не работает должным образом? То есть ни законодательство, ни государство пока не защищает общественного эколога или человека любого от того, чтобы отстаивать свои права. Да, к сожалению, нет, потому что у нас даже уполномоченный по правам человека такие вопросы не берет на рассмотрение пока что, хотя право на окружающую среду признано правом на правом человека, да, то есть универсальным правом человека, то есть принадлежащему с рождения, но ну, понятно, там больше работает с правами заключенных, там, в местах отбывания наказаний, там где-то еще какие-то, или там, в период там, каких-то чрезвычайных ситуаций работа, ну, какие-то очень горящими вопросами. А вот такие ситуации мы еще расценим, что да нет, это же кто их так вот. Мы еще удивляемся, потом говорим, этих людей в селе, в ауле кто-то надоумил, кто-то их раскачивает ситуацию в Казахстане, кто-то их финансировал. Я знаю эти ситуации. Люди, ну, во-первых, почему мы свое население, тем более местное население, можно сказать, коренное и самое коренное в смысле именно стержневое, да, мы еще пытаемся унизить и отнести к каким-то, ну, извините, маргиналам, которые сами по себе не могут защищать свои права. Что кто-то их финансировал, какой-то Сорос финансировал, еще кто-то финансировал. Да, они сами находят деньги, находят у своих бывших... Они самые заинтересованные. Самые заинтересованные. Конечно, человек защищает свою землю, да, может быть, свое пастбище, может быть, свой улей, может быть, свою речку. Но это его право. Почему у бизнеса есть право строить в этом месте, придя в то место, где уже живет население? А у населения, которое живет в этом месте, нет никакого права. Оно сразу обвиняется в каком-то, то есть, там, я не знаю, в иностранном агентстве, там, защите интересов, там, я не знаю, США на территории там, аула. Они сроду никого иностранца там не видели. Кого они там защищают? Себя самих защищают. Мы должны находить варианты консенсуса, уметь. Это и должно быть умением. Когда мы говорили о слышащем государстве, я надеялся о таком слышащем государстве, которое научится наконец-то разговаривать с людьми, слушать эту разноголосицу и пытаться находить решение, которое бы устраивало. Да, и бизнес тоже. Но не вот так, чтобы вот продавливать каждый... В одни ворота. Да, в одни ворота. Кто вот признан бизнесом, кому дали разрешение, тот пускай строит, и все, и молчите все. В рамках вот этой сложившейся ситуации мы пытаемся поднимать экологические вопросы и вопросы, наконец, решения проблемы со старой проблемой конфиденциальности соглашения о разделе продукции, которые были заключены еще в 90-х годах. Вот. И посмотрим, насколько это удастся. Пока Спасибо. есть надежда. Да, спасибо вам тоже большое. Спасибо. Да.